Очень часто приходится слышать обвинения с ингушской стороны, что чеченцы не оказали помощь в Осетино-ингушском конфликте 1992 года. Ингушские чеченофобы уже договорились до того, что обвиняют чеченцев вообще в том, что возник этот конфликт и в его последствиях, забывая о неблаговидной роли своих, так называемых, народных лидеров, авантюристов от политики, в лице Сейнара Ева, Богатырева, Кадзоева, Костоева и других, которые умыли в крови собственный народ своими безответственными действиями. О кризисе в пригородном районе многие знают, и он подробно освещен. Сегодня мы расскажем, что происходило с Чеченской Республикой и как отразился этот конфликт в ее отношениях с Россией. Ингуши об этом никогда не расскажут, но сохранились архивные материалы и видеосъемки того периода. Итак, обратимся к хронологии тех событий. 31 октября 1992 года начинается вооруженная фаза конфликта в пригородном районе. В первых числах ноября Россия вводит вооруженные силы в зону конфликта указом президента Российской Федерации от 2 ноября введение чрезвычайного положения на территории Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики. После так называемого разведения сторон конфликта на территории пригородного района 6 ноября начинается переброска войск в Ингушетию. По свидетельствам очевидцев тех событий в это время, в приграничном с Чечней Сунжинском районе на улицах населенных пунктов можно было увидеть только бродячих кошек и собак. Из репродукторов была слышна речь, призывающая ингушей не покидать дома и соблюдать спокойствие, информируя о предстоящем вводе российских войск на территорию республики. Но территория Сунжинского района де-юре не принадлежала Ингушской республике. 4 июня 1992 года Верховный Совет РСФСР принял закон об образовании Республики Ингушетия в составе РСФСР. Чечено-Ингушская республика таким образом перестала существовать де-юре. Правовой статус чеченских территорий бывшей Чечено-Ингушетии, а также вопросы административной границы в законе отражены не были. В ответ на ввод войск на территорию Сунжинского района, парламент Чеченской Республики опубликовывает заявление, в котором утверждается, что Сунжинский и часть Малгобекского района никогда не входили в Ингушетию, а являются исконными чеченскими землями. Парламент потребовал немедленно вывести российские войска из районов, которые Чечня считает своими. По линии Серноводск, Осиновская выступает народное ополчение и части ВСЧР навстречу подступающим войскам России. Так началось двухнедельное противостояние вооруженных формирований России и Чечни, которое дважды чуть не переросло в полномасштабную войну еще тогда, в ноябре 1992 года. Представляем вашему вниманию редкие кадры хроники этих событий. На картах землепользования, там только есть у нас граница, у вас границ нет. Нет у нас границ. Если не каждый день, то через день дома пускаем собирать. Что дома, сформировать дальше дома, делегация считает нам путь. Именно дома с комитета по иностранным делам, которым я руковожу, во весь мир распространялась информация. И ни один голос дома, кроме Чеченской Республики, про ингушскую проблему дома за эти дни не решал. А идти на что мы говорим о танках, которые дома проникли на территорию Чеченской Республики. Поэтому мы хотим узнать, то ли дома вы им показали дома, где они должны стоять, то ли они сами туда проникли. И думал, вот что дома. Ага, не почуем. Ага, дома. Не цакан хаун дома, куда? Не цакан хаун. Он должен хаун. Что дело дома? Ты в их глазах хочешь быть героем? Нет. А на самом деле каждый человек знает, кто здесь сколько сделал. Что дело дома? метра бойла дона и российский танк наш кузер даяк дона положение даю решен. Так дона гайдар сади соглашение на дом Москва вопрос обговорить и на танк наш Сунжинский, вернее пригородный район сега дона или еще даже дона Черменский постал сияяла и счастья. Так дона уже соглашение подписать и нашем временно 10-15 километров юг. А Москва вопрос до конца довести до дуэла. Так, вы просто пуздяк, полк, это будет танк наш бронетранспортер, что
вы мел семду, вы дона мел настроены до хауса, Jim Тардона, маневрщуй, еще на месте, я там буду, хотя я не допускаю. Важный вопрос, что уже именно на политическом уровне Дона направление Билгали Аллашун. Амин. 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 Это испытание. Вы гамел дюна до того, что она, вы маршу талик там уроки хуш модер. Техника юхау что она, а вот на власти бухаш мелду. Радио, танк несю, шилк несю. Ты звонишь будет? Да. Ночью это, и вы версия такая. Тут собралось немало войск из всех районов. Ну, нас немало в любом случае. Мы докажем, что Чечня за себя постоит. Обязательно. В любом случае. Потери. Чечня была, она и будет. Она за себя постоит. Специально Хавезю. Я хотел конфликт, то он напрямую связан, Ельцина чрезвычайно полномочий. Что-то те панау. Жол ауровый ветер, что он углядно измаш, что он Jim Талил Чмодер. Как и предупреждал Сосламбеков, провокации происходили, в них были заинтересованы как представители милитаристской верхушки в самой Москве, так и некоторые ингушские политиканы преуспевали в этом. Во время инспекции президентом Чеченской Республики Джохаром Дудаевым линии соприкосновения была предпринята попытка задержания Дудаева и сопровождающей его охраны на одной машине. Но она провалилась, охрана Дудаева нейтрализовала российский пост. Российские военнослужащие были разоружены и арестованы. Это произошло в тот момент, когда в Назране на переговорах с российской стороной находилась делегация чеченских парламентариев, которые были задержаны российской стороной. В итоге, произведя обмен задержанными, удалось избежать начала полномасштабных боевых действий. Более мелкие провокации устраивала ингушская сторона. Распоряжением ингушских органов власти, без согласования с чеченской стороной, выделив под нужды ингушских беженцев корпуса и здания курорта в приграничном селе Серноводск, хотя прекрасно были осведомлены, что там был расположен дивизион особого назначения Чеченской Республики и некоторые подразделения Национальной гвардии, выдвинутые на линию соприкосновения. При этом для ингушских беженцев были доступны гостиницы, санатории и частный сектор в городе Грозном. Российские войска, вторгнувшиеся в пределы Чеченской Республики, объясняли свои действия картой, на которой обозначены ингушские границы, и не скрывали то, что карты им вручили ингушские лидеры. Кроме того, колонну танков, что стремились к границе Ачхи, Мартановского района, тоже сопровождали ингуши. Как выяснилось, это было делом рук Богатыревых и Сейнароевых. Об этом упоминал и Зелимхан Яндарбиев, а также многочисленные свидетели тех событий. Ингушский провокатор Бимбулат Богатырев добрался даже до Дудаева, прося оказать помощь в тяжелом вооружении, но Дудаев знал, что перед ним обычный провокатор, и сказал Богатыреву: «Распустите ингушские органы самоуправления и объявите войну России, тогда я окажу вам военную помощь». Хотелось бы спросить ингушей, обвиняющих чеченцев, что они не воевали с Россией. Любому идиоту понятно, что участие чеченцев в событиях в Пригородном была бы война с Россией. Как так получилось, что без единого выстрела, не разрушив ни одного здания, не говоря о населенных пунктах в Ингушетии, маршем через всю Ингушетию, российская армия оказалась на границах Чечни? Почему же вы не воевали за свою землю и свой народ? Или равнина Пригородного района была более удобна для ведения боевых действий, чем горные районы Ингушетии? Вы же обвиняете российские войска, что они вас выбили из Пригородного, а не осетины. В итоге 18 ноября, в результате долгих и кропотливых переговоров, на границе Чечни было произведено разъединение российских и чеченских вооруженных формирований. Каждая сторона отвела свои подразделения на 8 километров от линии противостояния. Так закончились для Чечни и чеченцев те тревожные напряженные ноябрьские дни 1992 года.